По команде к бою экипаж занимает свои рабочие места внутри танка. Проверяет, включены ли все требуемые АЗР, предохранители просто в народе, и нет ли посторонних предметов или явных неполадок, мешающих работе оборудования. Наводчик растопаривает башню, в данном случае она оказалась не застопорена, затем пушку. Механик-водитель закрывает свой люк, иначе система безопасности не позволит включить прицельный комплекс. Включает электропитание и заводит двигатель, чтобы обеспечить всю машину электропитанием от генератора. По готовности, с разрешения командира танка, наводчик включает тумблер-привод, расположенный на панели прицела. Начинает раскручиваться гироскоп и загорается соответствующая лампочка-индикатор. Гироскопу необходимо 2 минуты, чтобы раскрутиться. В это время наводчик опускает пушку вниз с целью избежания случайного травмирования, так как при выведе ее из зацепления ствол перевесит казенник и пушка бесконтрольно опустится вниз. Не тратя время даром, экипаж проверяет и готовит свои рабочие места. У командира танка есть прибор наблюдения ТКН-3, с помощью которого он может осуществлять целеуказания для наводчика. В данный момент на прицеле справа внизу горит лампочка-привод, а слева вверху лампочка выбранной баллистики, в данном случае для стрельбы кумулятивным снарядом. По прошествии 2 минут наводчик выводит пушку из зацепления. Растопаривает гироскоп, на панели загорается соответствующая лампочка-индикатор и включает тумблер-стабил, также загорается соответствующая лампочка-индикатор. Теперь прицельный комплекс полностью готов к работе. Воздействие на пульт управления обеспечивается наведение орудия по горизонтали и вертикали. Включение тумблера-привод обеспечивает полуавтоматический режим наведения, то есть по горизонтали автоматически, а по вертикали вручную. Растопоренный гироскоп стабилизирует поле зрения прицела по вертикали. Включенный тумблер-стабил обеспечивает стабилизацию и наведение орудия в 2 плоскостях. Выключение производится в обратной последовательности. Выключаем тумблер-стабил, застопариваем гироскоп, вводим пушку в зацепление и выключаем тумблер-привод. Работа с прицельным комплексом 1А40 в автоматическом режиме закончена. Когда прозвучит команда к машине, экипаж возвратит все в исходное состояние и построится у машины. Машине! Стабилизатор вооружения расширяет боевые возможности любого танка, позволяя наводчику наблюдать за окружающей местностью, самостоятельно искать противника на поле боя и вести прицельный огонь во время движения. Без стабилизатора вооружения не в состоянии обойтись ни один современный танк в мире. Служить кому где доведется, а мы семьей зовем наш экипаж. Здесь под броней одно лишь сердце бьется, Т-90, дом родимый наш. Пусть летчики нам говорят мазута, у них не липли к тримплексу глаза. Катки пройдут нормально по маршруту, у танка нет в бою пути назад.